Наши взаимоотношения между нашими республиками, они имеют такие исторические корни и способствуют динамичному развитию наших республик, ну а прежде всего направлены на удовлетворение потребностей наших граждан. Вот это, наверное, самое важное. Мы часто вспоминаем истоки этих добрых дел. Народы друг другу помогают, будущие поколения об этом знают, историческая память жива. И вот сегодня мы, их современники, тех людей, которые закладывали основы этого сотрудничества, помощи друг другу, подписываем важнейшие документы на уровне двух республик, которые способствуют развитию. Начиная с 2023 года, когда было подписано соглашение о международном и экономическом сотрудничестве между Республикой Абхазия и Республикой Башкортостан, вот это юридически стало основой для конкретных шагов. И на самом деле это не просто наши намерения, а это прямая реализация конкретных дел. В сфере экономики, культуры, гуманитарных связей, торгово-экономических отношений мы ежегодно наблюдаем рост товарооборота между нашими республиками, что, естественно, является положительным фактором для развития экономического потенциала. Безусловно, важно и то, что вот основная такая гордость наша, это то, что в Уфе есть улица Абхазская, а в Республике Абхазия есть улица Башкирская. Вот это тоже оставляет яркую память и хороший след для будущих поколений на наши теплые взаимные отношения. В отношении инфраструктуры и инвестиций в нее масштабные инвестиции республикой были сделаны в модернизацию, в реконструкцию части набережной, которая сегодня была открыта. Большое вам за это спасибо. Сегодня мы открывали табличку с благодарностью горожан в адрес Башкирии. Это очень знаково, очень почетно. Еще раз выражаю признательность со своей стороны за такую поддержку. Ну и важно, безусловно, что соглашение и все наши юридические значимые документы, которые мы подписываем, не остаются без реагирования. Мы тут же наполняем их содержанием. Полагаю, что так будет дальше, как было раньше, как есть сейчас, и так будет всегда. Будем продолжать дружить и поддерживать нашу братскую страну, Абхазию. Все для того, чтобы Абхазия процветала, расцветала. Все, что мы имеем компетенции и возможность для помощи, начиная от наших медицинских возможностей и заканчивая возможностями наших строителей, инфраструктуры, мы будем это делать. И впредь, я уверен, что и наши последователи тоже будут такую же политику строить. Здесь, конечно, важно, что несколько крупнейших российских регионов, и Башкортостан, и Татарстан, и Нижний Новгород, Москва, в общем-то, принимают участие в поддержке развития инфраструктуры, в частности, набережной. Ну, наверное, это как раз и является вот подтверждением такой союзнической политики и, в общем-то, братского отношения к Абхазии, и Российской Федерации и Республике Абхазия. Мы сейчас подготовили ряд дополнений в дорожную карту, которая у нас уже есть, которая находится в работе. Как раз эти дополнения касаются, в общем-то, тех дополнительных мер поддержки, в частности, это вот реконструкция набережной, и еще ряд вопросов, потому что теперь у нас уже и прямой рейс существует Сухум-Уфа, что очень облегчает и для наших туристов, и для нашего старшего поколения. И, ну и, в общем-то, для деловых людей, конечно, очень облегчает перемещение и делает еще более привлекательным Абхазию для наших российских, башкортостанских жителей. Вот, уверен, что и абхазцы тоже оценили положительно такую возможность регулярно прибывать в Башкортостан. Башкортостан, напомню, что находится как раз в центре Российской Федерации, поэтому от нас очень удобно добираться в какие-то другие города-миллионники или другие государства, которые располагаются сравнительно недалеко от Башкортостана. Я хотел еще раз поблагодарить Бадру Зурабовича, президента Республики Абхазия, за такое доброжелательное отношение к Башкортостану и постоянное партнерское отношение. И всю команду, всю управляющую команду и правительство в вашем лице.